بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kur'an Allah Teala говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك نسيا. Аллах Всевышний, твой Господь, обращает к пророку, алейхиссалату вассалам, Аллаху Таала не забывает. К чему эта тема в данное время очень актуально стала, про уйгуров, как их ущемляли. И в данное время, что творится в Китае, один Аллах знает, насколько это правда. В новостях по-разному говорят. Но мы расскажем сунануллах, закон Аллаха на земле. Правда это Китай или неправда, что у них такие вирусы и болезни, но однако Аллаха обманывать не получается. В Коране Аллаху Та'ала говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, юридуна лиютфиу нур Аллахи би афвахихим, валлаху мутимму нурихи валау карихал кафирун». Эти неверующие, как всегда, они хотят тушить нур Аллаха, свет Аллаха. Но Аллах говорит: «Валлаху мутимму», все-таки Аллах Всевышний, Он завершит свой нур до конца. «Валяу карихал кафирун», как бы эти тираны, кафири, власти не хотели, кафири, Аллах свой нур завершит, говорит. Ма'на здесь, какой нур? Что подразумевается под нуром? Имеется в виду, говорят ученые, разные версии есть. Нур это Коран, говорит, речь Аллаха. Как бы ни старались стирать, Аллах его сохранил на веки веков. Ни одна буква не меняется и не поменяется никогда. Как Коран, 1400 лет больше прошло, такой книги вы не найдете и не будет больше. Некоторые сказали ислам, вот религия ислам, это тоже нур Аллаха, свет Аллаха. Его законы хотели тоже потушить, снять, убрать, тоже не получилось. Некоторые говорят, версия, они хотят кафир тушить нур Аллаха, это нур, значит здесь Мухаммад, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Ну, хотели его убить, затыкать, гасить его, но все-таки не получилось. Некоторые говорят, знамение Аллаха, как бы люди не отрицали знамение Аллаха, они будут увидеть. Время пройдет, чуть сабр сделает, верующий опять увидит знамение. Кафири всегда вот своими притеснениями, зулмами вечно не остаются. Не остались, которые раньше, которые мучали мусульман. Конец всему было. Это дунья такой, аль-харбу сиджаль говорит. Дунья такой вещь. Сегодня для нас, завтра для вас. Аллах так сотворил. Всегда мусульмане наверху тоже не были. Но никогда мусульмане проигрыши не были. Может, они проиграли в войне, но проигрыши никогда не были. Которые умерли в пути Аллаха. Аллах про них говорит: «Ла тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амват, бал ахьяу валякин ла таш'урун», говорит. Вы не считайте и не думайте, говорит, тех людей, которые погибли в пути Аллаха, что они мертвы. Они живые, говорит, но однако вы их не чувствуете, не видите, не знаете, говорит. Перед Аллахом они все на наивысший уровне. Значит, кто погиб, все равно он живой перед Аллахом. Живой, что означает? Он выиграл, не проиграл. Мусульмане всегда, кто верующий, он выиграет. И здесь пример привели. Те люди, которые языком как бы ислам оклеветят, или ученые ислама оклеветят, пророка оклеветят, как бы они не хотели испачкать, это они наподобие тех людей, которые вот солнце есть, вот они рукой или ртом, которые говорили про пророка, разве может человек закрыть луну, свет луны, свет солнца рукой? Также они не способны свет Аллаха тушить, говорит. То есть ислам. Это было неспособно вот этот аят, когда Кааб бин Ашраф, один из иудей, евреев, в начале пророчества пророка, алейхиссалату вассалам, как-то на 6 месяцев внушение от Аллаха пророку переостановилось. В начале, вот как он начал людей призывать, люди давайте к Аллаху, и 2-3 слова, несколько аяты,
и все. Неделя проходит, месяц проходит, 6 месяцев проходит, продолжения нету. Это Кааб бин Ашраф, еврей, сказал, вот Аллах пророка бросил его. Нур пророка перестала уже светить, все, с ним вопрос решено. И это было очень сложно, было пророку, алейхиссалату вассалам, но однако мудрый Аллах, знающий Аллах, Он знает, когда надо посылать на открывание, когда надо испытывать людей. Он это промежуток времени он испытывал. Кто истинно поверил в пророка в начале, а кто хочет издеваться, пускай то, что у них внутри, они говорят. Вот Аллах после не спасал вот этот аят. И другие аяты, «Ваддуха валлайли иза саджа ма ваддаака раббука ва ма кала». Даже пророк настолько ему обидно было, может, он как-то согрешил, где-то он ошибку сделал. Аллах его лишил это пророчество. Вот так пророк переживал, что Аллах его забыл, что ли, оставил, что ли. И Аллах не спасает вот эти аяты. Аллах тебя не оставил, о пророк. Ахират лучше для тебя, чем эта дунья. «Валя сауфа юатика раббука фатарла». Но Аллах потом, не сразу, потом тебе Аллах даст свои дары, и ты будешь доволен, говорит. И она, альхамдулиллах, больше не прекращалась. Но это хикмат Аллаха. Аллах так захотел, так получилось. Дорогие братья, то, что творят в Уйгуре, если многие и знают, сейчас, альхамдулиллах, информация доступна. Но то, что они питывали мусульман, мучали мусульман, это однозначно все знаем, 100%. Там сомнений нет. Потому что сами мусульмане, их ученые говорят то, что там творили. Мужики, мужчины в тюрьмах, жены и дочеря оставались в домах. И было такое условие у них, что каждый китаец, в каждой семье один китаец должен находиться. Только женщин там, мусульман, женщин находится. Дочеря. Там китаец ночует, кушает, пьет, что хочет творит. Как будто он у себя дома. Как будто он муж там. Все делает с женщинами тоже. Это закон китайцев такой был. Попробуй, кто-нибудь против станет. Неделя должен ночевать китаец. Потом сказали, говорит, месяц. Потом продлили срок до 3 месяцев. Представьте себя и вашу семью, ваших дочерей. Вы сидите в тюрьме, эти кафири, наджаси, дьяволы, шайтаны сидят у вас дома. Когда мы сейчас на мимбарах дуа делаем, чтобы Аллах уничтожил этого народа, который не хотят очнуться, не перестает мучать их, говорит, нельзя, надо быть милосердным для народа. Вот эта пытка, когда к тебе домой придет, посмотрим, как ты будешь гневаться. Мы должны от души дуа делать, чтобы Аллах их наказал наихудшим наказанием, если они не перестанут. Да, мы будем дуа делать в общем, чтобы Аллах их наставил на правильный путь. Однако не перестанем дуа делать за тех, которые мучают этих мусульман, чтобы Аллах их погубил, чтобы Аллах хуже наказанием их наказал. Мы так должны дуа делать. Просто всегда такой милосердный, добренький быть нельзя. Пророк дуа делал, сахаби дуа делали. Когда их уничтожали, они говорили, о Аллах, не оставляй ни одного из них, чтобы ты не наказал, говорит. Юша, пророку, алейхиссалату вассалам, Аллах внушил, говорит, о Юша, я уничтожу с твоего народа 100 тысяч, говорит, 40 тысяч хороших, 60 тысяч плохих, говорит. Аллах говорит. Аллах гневается. Юша спрашивает, о Аллах, говорит, понятно, плохих уничтожаешь, хороших в чем их вина? Аллах говорит, иннахум лам ягдабу ли гадаби. Они не гневались на то, что я гневаюсь. Разве гневает Аллах то, что они делают мусульманами там? Это гневает? Аллах гневает. Аннахум лам ягдабу. Эти люди хорошие, которые там находились, среди них, они не приняли никакие меры, чтобы защитить этих мусульман, которые находились. Лам ягдабу ва акалухум, и сели с ним, покушали, сидели, пили. Вот из-за этого Аллах и хороших тоже наказывает. Как не будет Аллах наказывать тех людей, которые сами творят это плохое? Когда Аллах даже тех людей, которые молча сидят,
ничего изменять не хотят, их тоже Аллах наказывает. Потому что они не гневались ради Аллаха. Там видели, наверное, многие выступают женщины-мусульманки, чтецы Корана, явно, четко, 100% говорят, из-за чего их мучали? За то, что они молились, верили в Аллаха. Вот из-за этого. Потом, дорогие братья, один Аллах знает, то, что в Китае это вирус есть, или у них там бывает политика, сами вирус распространили, может, свои экономики поднять, что-то продать, что-то покупать. Но юхади'ун Аллаха валладзина аману. Как Аллах говорит в Коране, некоторые люди хотят обмануть Аллаха и верующих людей, может, и остальных тоже. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Но они, однако, обманывают сами себя, говорит, но они это не чувствуют, не понимают. Хоть они это обман сделали, и самом деле болезнь есть, не будет, но Аллах, мы знаем, так не оставит. Аллах накажет. Фараон, временем Муса, алейхиссалату вассалам, он долго мучал Бану Исраилов. Долго мучал. Аллах разные наказания в виде отправлял им, говорит. 10 разных наказаний Аллах отправлял. Сначала то, что на реке все рыбы погибли, говорит, умерли, говорит. Потом их река, которую они пьют воду, это кровь на кровь превращалась, говорит. Другое наказание Аллах им отправил лягушки. Везде лягушки находились. Еще другой тип наказания было саранча, Аллах отправил. Везде саранча. Такое еще другое наказание Аллах не посылал. Везде дым, пыль. Другое наказание Аллах фараона отправлял, когда он мучил этих мусульман. Везде темно стало. А вот Миср, Египет весь темной. Света не было. Фарсально, как в Коране Аллаху Та'ала говорит, вот они называют какой-то вирус, не вирус. Аллах говорит, «Вама я'ламу джунуда раббика иллаху». Войско Аллаха никто не знает, как, откуда воин Аллах придет. Самые слабые вещи Аллах этим уничтожит этого народа может. В Коране Аллах говорит про фараона, «Ауду биллахи минаш шайтани раджим». «Фарсална алейхиму туфана вал джаррада вал куммала вал дафади'а вад дама аятим муфассалат». Аллах сам говорит, я отправлял, говорит, им, фараонам. Это приказу Аллаху подчиняется животные, вот цариков, насекомые, все это. В жизни есть, вот даже Аллаху Та'ала этим мучил, говорит. Везде у них чистится, весь тело. Аллах дословно говорит, они все под подчинением Аллаха находятся. Тот человек себя считает такой, как Бог, как фараон, всемогущий. Аллах самими ничтожными вещами их вот показывает, что они слабые. Это пример не только для них и для нас, когда человек хочет возгордиться своим силам. Ваддафад, ваддам, аят муфассалят. Это все ясно, как кто понимает, говорит. Астакбару, однако они возгордились, вакану каума муджримин, они были самые грешные люди, говорит. И в конце Аллах, когда они не очнулись, их утопил. Если также Китай и наподобие этих Китаев, кто мучает мусульман, если они вот этот раз обман сделали, но в следующий раз, ну Аллах не спешит. Но когда Аллах, инна Аллаха юмли говорит, Аллах оставляет, смотрит, может очнется, может. Аллах так милость для пророка, уммат пророка. Но когда они начнулись, юмли говорит, хатта, потом говорит, лам юфлиту, когда Аллах уже держит, уже не пускает, говорит, на наказание. Также Намруд, история Ибрахима, алейхиссалату вассалам. Ибрахима, история пророка, алейхиссалату вассалам, когда бросили его огонь. В конце Аллах как этого человека наказал? Бауда говорит, в Коране аят говорит ясно Аллаху Та'ала. Бауда это комар. Комар нос зашел этому Намруду и мучал, у него в голове постоянно болел. Самый близкий человек, самый хороший человек для него был, говорит, этого для Намруда, который берет тапочку и по голове, который дает, говорит. Когда по голове сильно били, вот этот комар успокоился, некоторое время, потом обратно начал мучать. И этим комаром Аллаху Та'ала его убил, говорит. Суннат Аллахи лати кад халат, это закон Аллаха, который было мин кабл раньше, валан таджида ли суннати Аллахи табдила. И не найдете, говорит, изменения суннат Аллаха. Да, мусульмане тоже, как мы говорим, в бедах бывает. Аллах испытывает. Аллах сам в Коране говорит. Ам хасибтум
антадхулул джанната. Вы разве думаете, что вы войдете в рай? Валамма я'лам Аллаху лазина джахаду минкум. Кто из вас стремится, держится пути Аллаха. Ва я'лам ас-сабирин. Кто терпит. То есть наказание для мусульман это испытание будет, если он праведный. А если мусульмане перестали слушаться Аллаху, подчиняться пророку, алейхиссалату вассалам, это как маленькое наказание, чтобы они очнулись. Также мы знаем историю пророка, алейхиссалату вассалам, когда он переселился с Мекки в Медину, все кафиры там собрались, 100 верблюд обещали, кто голову пророка принесет. Живой или мертвый? Как Аллах защитил пророка? Защитил паутиной. В пещеру зашел пророк, алейхиссалату вассалам, вместе с Абу Бакром, и сразу паук свою паутину построил там. И кафиры пришли и сказали, здесь давно никто туда не зашел. И они ушли. За несколько секунд паутин свою работу сделал. Абу Бакр говорил, ради Аллаху анху, о посланник Аллаха, говорит, если один из них под ноги посмотрит, вот так посмотрит, увидит нас, говорит. Пророк говорит, мазанну кабиснайн, Аллаху салисим. Как ты думаешь, двое говорят, а третий, если Аллах говорит. Аллах дает этому видеть. Аллах же тот, который человека ослепляет. Они смотрят, но однако не видят. Все в силах, в руках Аллаха, дорогие. Эту силу мы никогда не должны потерять надежду на Аллаха. Иногда появляется свинина и микроб. Вот китайцы кушают крысу и так далее. Все, что ничтожное, кушают. Аллах говорит, что Аллах дозволил для них самое такое прекрасное, вкусное, чистое. Если Аллах запретил, что запретил? Грязное, которое вот нечистое, вот, которое вредное, вот это Аллах запретил. Аллах из 90% нам халал дал Аллах кушать. Но эти люди начали кушать крысу, мышь, не знаю, что угодно. Летучую мышь. Свинью почему Аллах запретил кушать для мусульман? Потому что свинья кушает, что попало. Даже свою мертвую свинью тоже покушает она. Для него разницы нету. Поэтому Аллах нам запретил, в нем любой микроб может появляться. Они, китайцы, хуже, чем свиньи стали некоторые. Они напрямую кушают. Аллах нам запретил свинью кушать, потому что свинья кушает всякую кушает свинья. Они напрямую начали кушать, крыс и так далее. Это мусор. Это свинья, как веник говорит. Все микробы кушает. Вот Аллах запретил. Но однако, дорогие братья, хоть свинью кушает, сколько времени люди кушают, но однако нету такой болезни иногда. Иногда появляются, иногда уходят эти болезни. В чем причина? Они кушают, змею кушают, что угодно кушают, но однако какое-то время тишина, ничего нет. Вот этот микроб, который вирус, это тоже подчиняется по воле Аллаха. Аллах говорит, работай, уничтожай, распространяйся, она распространяется. Потом обратно Аллах говорит, остановись, говорит. Это все в руках Аллаха. Аллах как-то испытывает, смотрит, люди что творят, что делают. Потом приказ идет от Аллаха, давай работай. Дай Аллах нам всем дуа делать от души своим братьям. Как бы это считать, как будто вот касалось это нас. Каждый дуа, Аллахи, братья, не забывайте в намазах. Каждый раз, когда вы дуа делаете, не забывайте таких братьев, которые мучаются под этим их притеснением. Аллах, это не братство. Вы за это будет спрос. Что ты делал ради Аллаха? То, что мы можем сейчас делать, дуа. Аллах свое дело, в свою очередь, Он без нас тоже сможет делать и покажет. Когда время придет, иншаллах, даст Аллах нам силу, мы должны быть готовы на это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, кто умрет и не будет у него сердца намерения, вдруг такое будет, что ради Аллаха надо идти вперед, воевать, стать шахидом, я стану. Вот такое намерение у мусульмана не будет. Он умрет, этот человек умрет, говорит, с собой качество лицемерия тоже возьмет, говорит. Хасият, лицемерием, вот так он есть, ему страх, как он лицемерием может умереть. Вот война нету ради Аллаха, сейчас в данное время, которое для нас доступно.
Есть, конечно, Газават есть, Палестина есть. Вот Китай то, что творит, любой мусульманин имеет право ради Аллаха воевать. Но, однако, правительские, хукуматские, у нас сил нету, не позволяет. Но хотя вот здесь у нас сердце должно воевать, языком должны воевать. Дай Аллах нам и всем мусульманам мира объединиться. И дай Аллах тауфик всем вернуться истинный ислам и защитить нас, мусульман. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي